В фойе Тувинского строительного техникума развернули выставку малых инновационных предприятий при среднем профессиональном образовании республики. Представители медицинских кадров Туве Республиканского медицинского колледжа рассказали о важности профессии врача, в том числе и младшего звена. Мы сегодня представляли малоинновационный проект «Забота», куда входит обучение населения сиделки, это помощница по уходу, и оказание первой помощи. Мы будем обучать, вернее, мы уже обучаем, но сейчас это будет вот именно в рамках данного проекта, людей, желающих обучиться, как ухаживать за больными. Это сейчас очень актуально в связи с пандемией. Вот. Как их покормить, как умыть, как измерить артериальное давление, как переместить в постели. Представили свою продукцию и цеха по переработке рыбной продукции и заготовке грубых кормов. В мастерской сварочного производства «Волшебная дуга» готовят настоящих профессионалов своего дела. Рабочая группа посетила и мастерскую по диагностике автомобилей и многие другие. Тувинский техникум информационных технологий с помощью термопота занимается печатью на кружках и футболках. Представляли наших роботов по информационной образовательной среде IT-Куб. Роботы у нас построены на базе Lego EF3, непосредственно сортировщик и переносчик. Дети сами программируют коды для него, чтобы они выполняли определенные функции, и сразу заливают код у роботов, и они выполняют эти функции уже вживую, а не на компьютере. Он еще, видите, разговаривает на английском, когда вы делаете зеленый, говорит green, blue, и делает полностью. Далее участники встречи обсудили вопросы подготовки кадров для экономической отрасли республики, а также деятельности малых инновационных предприятий и учебно-производственных мастерских на базе техникумов. Наши выпускники, конечно, их продукция, их услуги, их работа, безусловно, нужны нашей экономике, для нашей жизни. Тут бесспорно. Я посмотрел, то, что да, действительно, что умеют наши выпускники своими руками производить, все это что. После встречи в социальных сетях глава Тувы Владислав Хаулых обозначил главные задачи в подготовке кадров. Мы должны занимать активную позицию, готовить свои кадры. Понадобятся сотни и тысячи специалистов по самому широкому спектру. От сварщиков и электриков, ветеринаров и агрономов до IT-специалистов. В этом большая ответственность руководителей техникумов и колледжей. Сегодня пересмотрели и актуализировали программу подготовки кадров для рабочих профессий. Также Владислав Хаулых в своем микроблоге отметил, что молодежь должна получать качественные профессиональные знания, навыки и стать востребованными на рынке труда. Алдынкас Буян, Буян Оюн, Кузел Сарых Сарен, Тува 24.